Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Лимит исчерпан, ставки только растут. Я думаю, что новые лимиты будут выдаваться уже на совершенно новых условиях. Банки начали отказывать в выдаче семейной и сельской ипотеки. Что ждет рынок жилья и как быть тем, кто мечтает о своих квадратных метрах? Ждать, что снова будет какая-то льготная ипотека, усиливаться расширение каких-то адресных программ. Нет, они будут носить точечный и небольшой в объеме характер. Территория героев. Азы сухого душа, зарядка с олимпийскими чемпионами и встреча с главой Башкортостана. В ваших сердцах больше силы, чем у других ребят. Это потому что преодолеваете болезни, преодолеваете все сложности в связи с этим. У вас это удается. Патриотический слет для ребят, имеющих проблемы со здоровьем, станет ежегодным. С ним не до флирта. Я в субботу ходила на ярмарку, а в воскресенье вечером я заболела. У меня температура 38. Суточная заболеваемость коронавирусом с начала сентября выросла почти в 3 раза. Чем опасен новый штамм и готов ли коечный фонд госпиталей? Как только мы освобождаем место в палате после естественной обработки, пациент переводится в палату. Репортаж из красной зоны. Куда мы катимся? Дети с повреждениями, это сотрясениями головного мозга, кровоизлияниями внутричерепными. Экологичный транспорт становится опасным для жизни. Кто виноват в авариях? Дураки или дороги? Конечно, их нужно разделять, эти потоки. В любом случае, мы к этому придем. И могут ли электросамокаты и вовсе запретить? Ради Хабиров на неделе принял участие во встрече президента России с избранными главами регионов. В режиме видеоконференции Владимир Путин поздравил руководителей субъектов Российской Федерации и отметил, что активное участие жителей в выборах свидетельствует о понимании их собственной ответственности за судьбу страны. Особенно сейчас, переломный, определяющий будущее России период. Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явки. Но вместе с посещаемостью растут и требования общества к власти, отметил Владимир Путин. От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и ее граждан. Готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми. Безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств. Конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни. Сейчас формируется облик новых национальных проектов. Успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. И, безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле. Действовать в тесной координации с правительством, с федеральными органами власти. Речь, подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных современных условий для жизни людей, семей с детьми. Владимир Путин также отметил, что огромное значение имеет вклад каждого региона в поддержку тех, кто, не жалея себя, сражается за Россию в ходе специальной военной операции. Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса и всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей. Это наша общая ответственность, наш гражданский и моральный долг, сказал глава государства. Полк Башкортостан на защите Родины. Сейчас бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка поражают опорные пункты, артиллерию и бронетехнику противника на Краснолиманском направлении.
Ежедневно каждый экипаж на современных Т-90М «Прорыв» совершает по несколько выездов на боевое задание. О том, как работают башкирские танкисты и почему бойцы решили отправиться на СВО, репортаж нашего военного корреспондента Азат Садреева. Оружие мощное, машина проходимая, преград для этой техники нет совершенно никаких. По словам самих танкистов, в управлении этой машины буквально как легковой автомобиль. Но многое все же зависит от экипажа. Какой бы современной ни была бронемашина, без опытного механика-водителя она далеко не уедет. И в этом плане в батальоне вопросов нет. За каждым танком закреплены настоящие профессионалы своего дела, которые могут грамотно подъехать как на прямую наводку, так и на стрельбу с закрытых огневых позиций. И самое главное, успешно вывести экипаж и машину обратно. Мехвод с позывным «Мирон» прошел войну на Северном Кавказе, управлял Т-72 в рейдовой группе. И когда узнал, на чем воюют башкирские танкисты на СВО, тут же записался в добровольцы. Как вообще себя техника ведет на поле боя? Здорово, здорово. 90-ки, если выходит, это серьезно все-таки. Это последняя модификация танка Т-72. Больше способностей, больше возможностей. Ну и, соответственно, я не знаю, я вот сюда пошел благодаря вот этой технике. Мне как сказали, что 90-ки там будут. Все, это мое. Я танкист. На твой взгляд, какие преимущества еще у нашей техники перед, скажем, теми же леопардами, перед абрамсами вот здесь вот? Да а что, возьми те же танки, там же заряжающие до сих пор. У нас автомат заряжания, пока они там 4 раза выстрелят, мы уже 8 снарядов положим. По точности не уступает. А на этих кадрах то, как мы год назад выезжали на боевую стрельбу с закрытых огневых позиций. Тогда командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Калач» рассказывал нам о характеристиках своей боевой машины. С тех пор он несколько раз успел побывать дома в краткосрочном отпуске, увидеться с семьей и близкими, и каждый раз спешил обратно, где его ждали боевые братья. Свой экипаж, я очень горжусь. Без них у меня бы ничего не получалось бы. Это мы, как друг друга все заменяем с полуслова. Я даже иногда не говорю по шлемофону. Показал же, сделал. Он быстро зарядился. Иногда потому, что бывает связь не слышно или что-то барахлит. А так, с полуслова все понимают друг друга. Большая часть, потому что зависит от механика. Как он тебя привезет, так он тебя и вывезет. В зоне боевых действий танки используются в экстремальных условиях. Боевые задачи приходится выполнять при любой погоде и в любое время года. Но техника не подводит свои экипажи. Все Т-90М «Прорыв» новые, с завода, и находятся на гарантии производителя. Бойцы проводят лишь техническое обслуживание. Меняют масло, фильтры, расходники. Здесь мы и встретили ребят на ротации. Разговорились. У каждого своя причина службы на СВО. Пришел, распределили в танковый батальон. Съездил на учения, поставили наводчиком оператором. Вот так вот, короче, как так. А до этого был опыт вообще управления танком? В армии? В армии я не служил вообще. Добровольцем просто? Да, добровольцем, да, пошел. Почему такое принял решение, даже вот армейского, если опыта нет, все-таки ты подписал контракт? Ну, у меня братишка здесь был. 24 февраля они, получается, зашли, 27 февраля погиб здесь. Я вот следом за братишкой, короче, пошел. Я пришел не за деньгами, не за славой, не за медалями. Я пришел помочь своей родине, своей республике, Башкирии. Так скажем, чтобы мои дети, родственники, чтобы не видели просто, грубо говоря, скажем, ужасы. Жал, пока дочка родится. Дочка родилась, помог воспитать, полгода и отправился. Знаем, что и брат у вас, здесь служил, погиб. Да, он служил в батальоне Достовалова, был мехводом БМП-2. Зимой решил контракт подписать, чтобы ребятам помочь и родне помочь, родине помочь. Вот. Сначала служил в штурмах, в штурмовом отряде служил 3 месяца. Потом перевелся сюда, механик-водитель вот сейчас, на этом драконе. Здесь же механики помогают наварить на танке так называемые мангалы и антидроновые сетки. Меняют динамическую защиту, отработавшую после ударов БПЛА «Камикадзе». И прорывы вновь готовы оправдывать свое название.
Благодаря ребятам из ремроты танки Т-90М «Прорыв» батальона имени Сергея Зорина всегда находятся в исправном состоянии. Сейчас ребята получили очередной приказ и выдвигаются на выполнение боевого задания. Бронемашины используются на самых сложных направлениях, чтобы поддержать огнем другие подразделения, сорвать контратаки и ротацию противника. Опытные наводчики бьют точно в цель на расстоянии в несколько километров. И все экипажи на поле боя работают как единый кулак. После очередного боевого выезда попросили передать родным самые главные слова. Привет, да, хочу передать своим родным и близким, жене, маме, бабушкам, пацанам с Уфы, с Нижегородки, с Сипайлова, всех, кто меня знает. Всем большой привет. Ну, привет родным, близким всем, матери, сестрам, жене большой привет, детям своим. Привет хочу передать своей жене, детям, родным, отцу и всем землякам. Хочу передать привет Абзелилскому району, своей родной деревне селу Гусево, жене, детям, родителям, близким, родственникам. Всем привет. Спасибо, Башкирия. Мы как бы здесь для того, чтобы война к нам не пришла. Азат Садриев, Вадим Исламов, Иван Шабрин. Итоги недели. Краснолиманское направление, Луганская Народная Республика. В Башкортостане прошел первый патриотический слет для ребят, имеющих проблемы со здоровьем. Местом проведения стал парк «Патриота» имени Героя России Максима Серафимова. Зарядка с олимпийскими чемпионами, показательные выступления от самого сильного человека России и многочисленные мастер-классы. Основной темой стало патриотическое воспитание. Сегодня к участникам слета приехал глава Башкортостана Ради Хабиров. Проект организован благотворительным фондом «Территория счастья» вместе с профильными региональными ведомствами. Впервые, но сегодня было принято решение, что такой слет станет ежегодным. С подробностями мой коллега Эмиль Басареев. Детские руки заботливо кладут специальную пенную губку и полотенце внутрь мешочка вместе с инструкцией. Армейский сухой душ для бойцов СВО под руководством инструкторов мальчики вместе с родителями научились делать быстро. Также освоили и технологию плетения маскировочных сетей разными способами и узнали, как работает станок для нарезания ленточных заготовок для них. По первому виду кажется, что сложно, но это вообще ничего не сложно. Я успел много чего узнать про военнослужащих и что нужно делать для военных служащих. Военные всегда сражаются день и ночь, и они никогда не спят, и они всегда только борются за нашу страну Россию. Каждый из ребят понимает, кто такие защитники Родины, и поэтому стараются сделать свою работу на мастер-классах хорошо. Каждая такая вещь жизненно необходима для российских военнослужащих. Они действительно смотрят, они с удовольствием слушают, они участвуют, они изготавливают, они понимают всю ответственность, что они делают, да, и понимают, что этот сухой душ пойдет, конечно, для ребят, находящихся в зоне специальной военной операции. Именно в этом возрасте мы уже воспитываем патриотическое воспитание в них. В парке «Патриот» прошел первый патриотический слет «Территория героев», участниками которого стали почти 140 особенных детей. Это именно мальчики, имеющие проблемы со здоровьем, которые приехали вместе с родителями. Для них организовали большую программу с мастер-классами по самым разным направлениям. И все они патриотического характера. К слову, многие из ребят знают героев России из Башкортостана. Один из них, Артемий Трегубов, нарисовал портрет Максима Серафимова, который совершил подвиг в ходе проведения спецоперации. Он своих товарищей спрыгнул, на него она взорвалась. Чтобы буба не взорвалась. Старину защищал. Этот портрет героя он преподнес в подарок главе Башкортостана Радию Хабирову, который приехал на встречу с участниками слета. Радий Хабиров во время беседы отметил, что все юные участники – это будущие мужчины. И несмотря на недуги и то, что вряд ли кто-то из них пройдет армейскую службу, сила и отвага есть у каждого. В ваших сердцах больше силы, чем у других ребят. Это потому что преодолеваете болезни, преодолеваете все сложности в связи с этим. У вас это удается, хотя, конечно, тяжело. И огромные слова я сегодня тоже всегда говорю вашим родителям, которые помогают вам бороться с недугом, все-таки стараться, учиться и развиваться. Вы, прежде всего, мальчики.
А из мальчиков вырастает кто? Из мальчиков вырастают мужчины. И я не сомневаюсь, что вот из вас точно вырастут настоящие мужчины. В ходе беседы глава Башкортостана рассказал об истории создания парка «Патриот», где проходит слет, о важности патриотического воспитания и задачах СВО. Ради Хабиров сообщил, что в октябре в Уфе откроют крупнейший в стране реабилитационно-образовательный центр «Салют». В нем будет работать коррекционная школа для ребят с ОВЗ на 192 места, центр дистанционного образования для детей-инвалидов, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Также Ради Хабиров ответил на многочисленные вопросы ребят. Он рассказал, кем мечтал быть в детстве. Вот когда мне исполнилось там 17 лет, я школу закончил, все же поступают. Я поехал все равно в Москву поступать в инженерный вуз и не поступил туда. И мои мечты как бы все распались. А потом уже я ушел в армию, и в армии, когда 2 года я поработал, прослужил, и в армии я уже сознательно понял, что мне нравится профессия юриста. Я когда с армии пришел, сразу пошел в Башгосуниверситет наш и поступил на профессию юриста. А в детстве, вот как ты говоришь, вот примерно когда я был как ты, я хотел стать биологом. Также ребятам удалось пообщаться с участниками СВО и призерами Паралимпийских игр из республики, которые поделились секретами успеха. И мама так меня воспитывала, у нее был такой метод воспитания, что я могу все то же самое, что и здоровые ребята. Наверное, это тоже сыграло свою роль. Что сказать о проекте? Это очень важный проект. На самом деле, такие встречи должны быть на регулярной основе. Парни молодцы. Это вот настоящие наши герои. Такие вот ребята такой большой вклад делают в нашу общую победу. И с таким вкладом, конечно, мы победим. А вот обладатель звания «Самый сильный человек России» провел свой мастер-класс и показал, что большой успех всегда начинается с маленького, но упорного шага. Главное показать технику, показать, что сильный человек, он начинается с того, что ты начинаешь делать какие-то базовые основы. Отжаться от пола, потянуться на турнике, поднять штангу небольшого веса, не сгибать спину, подсаживаться правильно на правильных углах. Вот с этого начинается все. Не пожалели, что приехали, нам очень понравилось. Все приветливые. Мы считаем, что почаще проводились такие мероприятия. Это круто, когда ты в глазах других людей кажешься самым сильным. Но круто побеждать всегда. Вот. Сильным быть тоже круто. Полезно, потому что... О пользе утренней зарядки мальчишкам рассказала олимпийская чемпионка Аделина Загидулина. На плацу она научила ребят самым простым движениям, которые позволят поддерживать тело в тонусе. Эта зарядка, она универсальная, да, обычные танцевальные упражнения, не забивающие какие-то мышцы или еще что-то. И я видела, что у всех получалось, все были улыбчивые, поэтому здорово. Помимо занятий патриотического направления, дети узнали, как работают спасатели на пожарах, как разворачиваются шланги и подается вода. Кроме того, для мальчишек прошел музыкальный квиз, а некоторые на нем даже начали осваивать игру на гитаре. В последний день слета было принято решение сделать территорию героев ежегодным событием по аналогии с балом маленьких принцесс для девочек. Ведь в каждом мальчике живет отважный защитник, который стремится открыть для себя большой мир, полный возможностей. Эмиль Басареев, Рамиля Исмагилова, Азат Ишбулатов. Итоги недели. На неделе банки начали перекрывать доступ к еще одному популярному кредиту – семейной ипотеке. Заканчиваются выданные ранее лимиты. Если государство не выделит доп. Субсидии, рассчитывать на займ можно будет только после Нового года. Да и то уже ходят слухи об изменении условий программы. Так, ряд банков уже заявили, что первоначальный взнос придется внести не менее половины от суммы покупки. Возможностей выгодно взять жилье становится все меньше. Базовая ставка от 20% и выше, а цены на квадратные метры тем временем высокие. Что будет с ними дальше и как выгоднее поступить с деньгами, разбирался Артур Шамсудинов. Было около 150, 159, по-моему, миллионов, а сейчас 90 миллионов остаток лимитов. Это по всей России. На самом деле это очень маленькая сумма, учитывая, сколько у нас берут ипотек. Буквально за 2 недели сумма лимита по семейной ипотеке сократилась в 2 раза. И так почти во всех банках. Это как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию на рынке недвижимости. Один из немногих доступных вариантов купить жилье пользовался большим спросом.
Выделенные госсубсидии стали быстро заканчиваться, и дальше не будет лучше, говорят эксперты. Несмотря на то, что семейная ипотека у нас действует до 2030 года с исчерпанием лимитов, я думаю, что новые лимиты будут выдаваться уже на совершенно новых условиях. Это будет более жестко, либо более жестко будет рассматриваться участников программы, и что вероятнее всего, это будет ставка выше, чем 6%. Именно льготные виды ипотеки были драйвером развития строительной отрасли. После завершения с 1 июля программы дешевых кредитов на новостройки эксперты и так отмечают спад продаж. По их словам, о низких ставках на ближайшие годы можно забыть. В ближайшие года 3 серьезных таких вливаний в кредитование, в субсидирование льготных программ не ожидается. Сегодня у госбюджета есть другие приоритетные задачи и направление расходов, соответственно, ждать, что снова будет какая-то льготная ипотека, усиливаться расширение каких-то адресных программ. Нет, они будут носить точечный и небольшой в объеме характер. Соответственно, ипотека уже не будет драйвером рынка недвижимости, как это было ранее. Об этом можно судить и по вероятному ужесточению сельской ипотеки. Ее лимиты на этот год также закончились. Еще до окончания Минсельхоз предложил не выдавать займ в тех населенных пунктах, расстояние от которых до административных центров меньше 50 километров. Учитывая, что многие покупали дома как раз вблизи городов, новшество, как полагают эксперты, загубит сельскую ипотеку. В Ассоциации застройщиков республики уже отреагировали, написав обращение в правительство страны с просьбой не ужесточать условия. Либо в качестве альтернативного варианта было предложено для территорий исключаемых сельских поселений разработать программу льготного кредитования с градацией ставки от 3 до 6% в зависимости от удаленности и численности населения. Был получен ответ от Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России о том, что поправки пока не приняты и вопрос отправлен на доработку. Некоторые застройщики, чьи проекты как раз были заточены под сельскую ипотеку, в ожидании спада продаж даже выставили на реализацию свои земельные участки. Рынок недвижимости находится под давлением, при этом цены порой поражают воображение. Цены на некоторые новостройки в центре Уфы еще на этапе котлована 350 тысяч за квадрат и выше. Это за маленькую студию. В таких условиях потенциальным покупателям остается только мечтать о своей квартире. Парадокс, но с одной стороны льготные кредиты позволили жилью стать более доступным, с другой как раз и сделали его дорогим. И даже спад спроса не станет причиной обвала цен. Разве что повышаться стоимость будет не так быстро. Чтобы стимулировать продажи, девелоперы идут на многие уловки. Например, могут предложить низкий процент на первые 2 года или минимальную ставку на весь срок. Когда застройщик работает в коллаборации с банком, не делая наценку, и это правда очень интересная тогда ставка для клиента. Есть снижение ставки, это называется субсидирование, когда идет наценка на жилье. В этом случае нужно обязательно просчитывать, насколько для клиента это будет выгодно. Впрочем, и таким акциям вскоре тоже может прийти конец, считает финансовый блогер из Москвы Ксения Подерина. В Центробанке намерены внедрить понятие ипотечного стандарта, который сделает сделки более прозрачными и в то же время наверняка перекроет дорогу для низких процентных ставок. Там будет прописано, что ипотека без первого взноса нет. Ипотека с какими-то более низкими ставками субсидированными нет и так далее. То есть, может быть, тогда, когда будет введен этот ипотечный стандарт, может быть, застройщикам, опять же, придется еще что-то выдумывать для того, чтобы стимулировать, как-то оставлять свои продажи на прежних уровнях. В многообразии ставок в Центре финансовых исследований напоминают о республиканской программе жилстройсбережений. Участие в ней без ограничений. Правда, прежде чем взять ипотеку, нужно в течение 3-6 лет ежемесячно вносить средства на срочный вклад. Государство будет добавлять премию 30% от суммы взносов, но не более 5000 рублей в месяц. По итогу можно взять займ по льготной ставке от 5,5%. Если эти программы получат распространение на федеральном уровне, а законопроект уже прошел первое чтение, который во многом в основе своей имеет опыт именно Республики Башкортостан успешный, то в этом случае люди получат возможность более, так скажем, комфортно накапливать на первоначальный взнос. И мы надеемся, что цены не будут так расти, потому что спрос будет уже прогнозируемый. Не такой вот волообразный. Сегодня все кинулись по дешевым, невысоким ставкам. Завтра ставки закончились. Выгоднее всего жилье было вчера, говорят эксперты. Но если стоит выбор, в любом случае не нужно откладывать на завтра. Ведь даже если ключевая ставка начнет снижаться и кредиты станут доступнее, цены вновь поползут вверх. Таков закон рынка. Артур Шамсудинов, Равиль Рахимзянов и Артур Ханов.
Итоги недели. Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Башкирии с начала сентября выросла почти в 3 раза и пока не планирует останавливаться. Специалисты связывают такую динамику с сезонностью, возвращением людей в коллективы из отпусков. Между тем, в региональном Минздраве заявили, к ситуации готовы, лекарства есть. Насколько опасен новый штамм и в каком состоянии коечный фонд больницы из красной зоны, репортаж Алии Ильтубаевой. Сейчас что-то беспокоит вот конкретно в данный момент? Ничего не беспокоит. Ночью спали? Да, хорошо. Как и в любой больнице, врачи по графику обходят пациентов. Заходят и в палаты тех, кто готовится к выписке. В их числе 81-летняя Екатерина Абраменко, попавшая в ковид-госпиталь. Женщина поделилась, что неожиданно для самой себя коронавирус снова подкосил ее здоровье. Сходила на ярмарку, маску без маски. Пришла домой. Я в субботу ходила на ярмарку, а в воскресенье вечером я заболела. У меня температура 38. У меня сил нет никаких, ноги подкашиваются. Собралась, приехала скорая помощь, быстро приехала. И меня привезли сюда, в Зубово. Сразу стали лечить. Сейчас Уфимка чувствует себя хорошо и перенесла заболевание без осложнений. По сравнению с 4 годами ранее, тогда даже встать с кровати было испытанием. Врачи отмечают, что ковид протекает легче, но стал заразнее. Появились новые штаммы. Флирт потомок омикрона поражает и переболевших, и привитых. Пик роста заболеваемости пришелся на конец августа. Это где-то 33% за неделю был рост заболеваемости. И на начало сентября уже рост 20%. В том числе тяжелые формы тоже есть, появились они, которые нуждаются в стационарном лечении. Это где-то 1,5 раза увеличилось тяжелые случаи заболеваемости ковидом. Увеличение роста заболеваемости связывают с периодом массового возвращения людей с отпусков в закрытые помещения, в том числе на работу в детсады и школы. В первую очередь осложнения могут коснуться людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и проблемами иммунной системы. Статистика по ковиду ежедневно меняется. Если в начале сентября количество выявляемых случаев по республике не доходило до 60, сейчас уже подходит к 150 случаям в сутки выявления. Главная заболеваемость растет всегда, уже мы замечаем 3-й год, именно вот под осень, сентябрь, резкий идет подъем, на определенное время держится на высоком пике, потом такой же резкий идет спад. В отделении, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, 80 коек. Палаты переполнены, поэтому прибывающих больных уже 3-ю неделю размещают в коридорах. Исключение – дети. Они с матерями лежат в палатах. К слову, ковид протекает у малышей как ОРВИ, гораздо легче и почти без осложнений. В госпитале пока не планируют разворачивать остальные отделения под красную зону, а медработники не бьют тревогу. Соотношение выздоровевших и заболевших примерно одинаковое. В коридоре находится на данный момент 8 пациентов. То есть здесь, как только мы освобождаем место в палате после, естественно, обработки, пациент переводится в палату. Чаще всего это в течение 2 дней происходит. В начале сентября здесь еще в коридоре пациентов даже и не было. Сейчас на утро 61 подтвержденный случай коронавирусной инфекции находится в отделении. Поэтому и пациент поступает. Основными методами защиты и профилактики коронавируса остаются ношение масок, обработка антисептиком. Также следует стараться избегать массового скопления людей. И главное, заболев, лучше оставаться дома. Алия Ильтубаева, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Количество аварий с электросамокатами в Башкортостане растет в геометрической прогрессии. При этом сотрудники ГИБДД часто затрудняются определить виновников аварии, ссылаясь на отсутствие законодательства. Для борьбы с нарушителями в Уфе и регионе вводятся ограничения для пользования электронным транспортным средством. Устанавливаются запрещающие дорожные знаки, отдельных лиц наказывают рублем. Почему их называют нарушителями общественного спокойствия и как жители республики видят решение этого вопроса в материале Даниля Байкова.
Эти кадры в минувший понедельник разлетелись по всем соцсетям. Житель Салавата на синей гранте сбил на большой скорости подростка, который передвигался на арендованном самокате. От удара 14-летний юноша буквально проскользил по асфальту несколько метров. Пострадавшего с ушибом грудной клетки и ссадинами доставили в больницу. Сейчас Михаил Купатадзе идет на поправку. Вот этот перекресток, ехала машина вот так, а я ехал вперед. Не заметил ее и врезался. То ли в бок, то ли вперед, непонятно, не помню уже. Аккуратнее надо быть. А эти шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения сделаны в Уфимском Сипайлово. 9-летний мальчик не убедился, что нет автомобилей на проезжей части. Выскочил на самокате и попал под колеса джипа. Ребенка в тяжелом состоянии привезли в реанимационное отделение. Врачи говорят, что малыш родился в рубашке. Он поступил с сочетанной травмой. Это с черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и позвоночника. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Есть небольшая положительная динамика. Начиная с 2024 года в республике произошло 43 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 45 человек. 14 из них – это дети. По самокатам, наверное, в последнее время, особенно в травматологическое отделение, поступают практически каждый день дети с повреждениями. Это сотрясениями головного мозга, кровоизлияниями внутричерепными, переломами шейных позвонков, переломами ключицы и конечностей. Очень много травм, к сожалению. К появлению в больших городах нового вида транспорта оказались готовы не все. Каких-либо правил дорожного движения для водителей электросамокатов не существовало. После череды многочисленных происшествий с прошлого года правительство России официально приравняло средства индивидуальной мобильности к транспорту, а значит, им нужно уметь управлять. При этом дети до 14 лет должны кататься строго в отведенных для этого местах, где есть соответствующая разметка, причем только в сопровождении взрослых. А за нарушение ребенком правил ответственность несут родители. При неоднократном нарушении правил дорожного движения ребенок может быть привлечен к тому, что его поставят на профилактический учет как в школе, так и в отделениях по делам несовершеннолетних. Соответственно, на постоянной основе ребенок будет подвергаться проверке со стороны правоохранительных органов и комиссии. В Уфе на постоянной основе проводятся совместные рейды госавтоинспекторов с операторами кикшеринга. Водителям самокатов напоминают о запрете ездить вдвоем и пересекать пешеходный переход без спешивания, не разгоняться больше 20 км в час, и о том, что брать в аренду транспорт можно только с 18 лет, при движении не создавать помех для прохожих. Если говорить о тех нарушениях, которые мы фиксируем в городе чаще всего, то, наверное, стоит упомянуть, во-первых, неправильную парковку, то, о чем я говорил, а когда пользователь, приезжая на точку виртуальной парковки, ставит самокат не очень аккуратно, скажем, поперек движения пешеходов. Или так, что он, может быть, выезжает на проезжую часть. Кроме того, в самой Уфе нередко можно встретить и новые дорожные знаки, особенно у парков и скверов. Службы проката автоматически вводят ограничения по скорости движения на разных участках. Если по этой пешеходной дорожке на самокате, взятым в аренду, еще можно проехать, то на территорию, к примеру, театрального сквера на нем уже не попадешь. А все потому, что на транспортных средствах установлены специальные GPS-трекеры, которые отслеживают их движение. Убедиться в этом можно с помощью карты приложения, где указано, куда можно проехать, а куда нельзя. Тем временем депутаты Государственной Думы предлагают привлекать к ответственности водителей за управление самокатом в нетрезвом виде и наказывать за оставление места происшествия, если они стали его участниками. В свою очередь, парламентарии из Башкортостана планируют провести круглый стол с участием экспертов и внести свои законодательные инициативы. Мы против разных запретительных подходов. Выражаем все-таки необходимость создания необходимых условий для обеспечения безопасности тех, кто пользуется самокатами. Эксперты тоже выступают против запретов. Они предлагают перенять опыт Москвы, Татарстана, Турции и ряда европейских стран по созданию отдельных полос для средств индивидуальной мобильности. Конечно, их нужно разделять, эти потоки. В любом случае мы к этому придем.
Потому что такие полумеры, как искусственное ограничение скорости тех СИМов, которые находятся в ведении кикшеринговых компаний в местах наибольшего скопления людей, конечно, они не всегда дают положительный эффект. Штраф штрафами. Вот сколько наблюдаю, даже дорогу переходишь, те же самые самокатчики, велосипедисты, они не слезают, то есть не останавливаются, а едут прямо, получается, по дороге. Бывает действительно ситуация, когда ты либо за рулем, и выкатывается самокатчик заранее, ты об этом не знаешь, ты его не видишь. Ты ожидаешь скорость пешехода километра 4-5, а ребята на самокате 20 км в час. Без электросамокатов, скейтбордов, моноколес, сегвеев и гироскутеров уже невозможно представить современную жизнь. С каждым днем все больше жителей республики используют их в своих целях. Некоторые и вовсе пересаживаются с машин и автобусов, чтобы быстрее добираться до работы или учебы. А еще средства индивидуальной мобильности – это экологически чистый вид транспорта. В нынешних реалиях людям необходимо просто соблюдать правила и не упускать из виду своих детей. И главное – уважать себя и всех, как пешеходов, так и автомобилистов. Даниль Байков, Артур Хуснуддинов, Зухра Мусина, Олег Долгушин. Итоги недели. Площадку за телецентром соединят с набережной, а мозаичный фонтан в Черниковке осовременят. Ради Хабиров ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств столицы. Во время рабочей поездки по Уфе руководитель региона посетил сразу несколько скверов и парков. Подробнее о том, как преобразились места отдыха горожан, расскажет Динар Таймасханова. Старые деревья убрали, там парковка, сидящие места, то есть там открыли, все новое деревья. Прекрасно. Едва власти завершили реконструкцию парка нефтехимиков, как начали преображать прилегающее пространство. Вокруг сразу 3 сквера. Здесь уже заасфальтировали проезды и проложили плитку. На очереди установка малых архитектурных форм. Мы начинали с чего? Мы начинали с того, что парковая система вся разрушенная была. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в подавляющем большинстве навели порядок, хотя есть еще. Теперь мы заходим в маленькие улицы. Мы должны навести порядок в каждом дворе. Я причем это говорю не только про Уфу, это говорю в принципе про все наши города и крупные районные центры. И очень важно, чтобы у них вокруг было чисто, организовано, комфортно, красиво. Потому что люди живут здесь, это часть их жизни. Особенно заметны изменения коренным жителям. Вера Шницер своими глазами видела, как некогда запущенные пространства преображались в излюбленные для горожан места отдыха. Все гуляют, все ходят дышать. Раньше меньше ходили, я помню. Ходили, конечно, но сейчас, по-моему, вся Черниковка, во всяком случае, вот этот район, где находится парк, со всех сторон идут сюда, здесь гуляют, здесь дети, здесь старики, здесь занимаются спортом. Собаке очень нравится, она у меня любительница гулять. Особое внимание к знаменитому мозаичному фонтану в сквере Ильича перед Дворцом культуры нефтехимиков. Его построили полвека назад в стиле советского модернизма. Однако уже около 2 десятилетий он не работал. И вот, наконец, власти взялись за его реконструкцию. На 50% работы уже завершены, но самое сложное еще впереди. Подрядчики обещают воссоздать уникальный рисунок мозаики. И элементы, которые были на фонтане, мы должны их сохранить. А также материал, который применялся изначально по устройству покрытия, это смальта. Она тоже сохранится. Смальта – это искусственный материал, искусственное стекло. В 2 шагах от сквера Ильича идет реконструкция объекта культурного наследия кинотеатра «Победа». Власти намерены восстановить цветовые решения фасадов на основе исторических фотографий, а также воссоздать утраченные элементы входной группы и интерьеров. После завершения работ здесь разместится театр юного зрителя. Поблагодарить хотели за такую красоту. Спасибо. Вам спасибо. Просто уже живем всю жизнь здесь. В последнее время, когда не очень. А теперь такая красота, да. Самое важное, мне кажется, что произошло, вот вы помните, да, несправедливое распределение денег было. Все в центр, все в центр. А тут северную часть, благодаря вот этим крупным проектам, удалось достаточно хорошо. Не узнать и территорию бывшего кинотеатра «Искра». В сквере «Семейный» обустроили несколько зон. Интерактивный музыкальный уголок, места отдыха, а также спортивные и игровые площадки. Жители поблагодарили главу республики за такую организацию комфорта. Нравятся аттракционы всякие детские. И вообще вот эти вот посадки очень красиво, скамейки. Можно посидеть, отдохнуть, поговорить, пообщаться.
большое спасибо этим людям, которые это организовали и сделали для нас. Спасибо большое. Площадь перед кинотеатром словно большой ковер, украшенный башкирским орнаментом. В центре фонтан с искусственным туманом и скульптурой «Мальчик с Кураем». Эту композицию установили в 1974-м, а к юбилею столицы отреставрировали. В порядок привели и прилегающую территорию. Изменения видят даже те, кто живет в этих местах недавно. Мы живем здесь больше года, да, вот год назад, когда переехали, еще не было облагорожено. И в этом году облагородили, вот после того, как дворец борьбы построили, мы как раз живем напротив дворца борьбы. И вот эта вся прогулочная зона такая получилась очень хорошая. Вот с детьми гулять вообще нам очень нравится. Даже не хочется уходить отсюда. Таким и должен быть город. Дружелюбным и красивым, отметил Ради Хабиров. Взять хотя бы сквер перед театром кукол, в котором после реконструкции интересный взрослым и детям, ну а сам театр стал активно привлекать на гастроли коллег из других регионов. Вот у нас уже в театр Образцов приезжает. Видите, раньше не приезжали, некуда было приезжать, а сейчас будут приезжать. А по уровню от комфорта для артистов, для труппы здесь один из самых высоких уровней. Вторую жизнь вдохнуто и в некогда заброшенное пространство возле водонапорной башни за телецентром. Здесь обустраивают смотровую площадку, которую намерены соединить с набережной, установив лестницу. Саму башню, построенную в начале 20 века, также хотят реконструировать. Правда, здание сначала нужно передать в муниципальную собственность. Как подчеркнул глава республики, хоть празднование юбилея столицы завершилось, развитие города будет продолжаться. Динара Таймасханова, Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Руслан Галямов и Виктор Демидов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Всего доброго. До свидания.